Очень долго шла подготовка, почти что на протяжении целого года. Но результат нас порадовал. Очень много мастеров будет представлено с Крыма. И у меня получилось представить более 50 своих работ на этой выставке. Я решил не ехать самому и отправить вместо себя сына, для того, чтобы он уже тоже мог посмотреть и представить свои работы. С утра мы с первой группы делали уже экспозицию выставки, которую, работы крымских мастеров привезли. И вечером у нас была обзорная экскурсия в вечерней Казани, где было бы интересно вообще показать крымским нашим гостям какие-то уникальные наши места в ночное время. Знаете, у меня была мечта, вообще очень давняя, когда-нибудь в Казани открыть свою выставку. И когда мне предложили сделать ее буквально недавно, это все, проект начался недавно совершенно. Я то очень сильно обрадовался и дал согласие участвовать в этой выставке. И уже сегодня мы приехали, нас встретили, и уже сегодня прошла какая-то экскурсия по городу. Мне город Казань очень сильно понравился. По поводу выставки хочу сказать, что на днях уже открывается она. Я участвую 15 картинами. Это все старый древний Крым. Это не только старокрымские пейзажи, это пейзажи всего Крыма. Здесь и Ялта будет представлена, и Бахчисарай, и Старый Крым, и другие города. Мы прекрасно знаем нашего мастера по керамике Эдема Ганиева. Его керамика известна не только в Крыму, а далеко за его пределами. Очень много покупателей, очень много друзей у Эдема. И предложили Эдему провести выставку в Казани. Эдем сказал, давайте будем собирать художников и мастеров, потому что я хочу показать весь Крым. Начиная с января 2020 года мы активно занимались над реализацией этого проекта, над подготовкой. А реализация началась, собственно, летом, когда у нас появилась возможность продолжить работу над проектом. Мы сначала отправили работы в Елабугу, здесь проходила выставка, а мы начали подготовку к августовским событиям. Знаете, если рассказать о том, как нас встретили, я думаю, что все мастера и художники Крыма, и не только Крыма, захотят оказаться в таких поездках. Мы чувствуем себя не просто гостями, мы чувствуем очень дорогими, очень почетными гостями.